știți foarte bine, tarifele sunt stabilite de către Agenția pentru Reglementare în domeniu, conform calculelor stabilite, mai bine zis, conform devizului de cheltuieli adresate din partea producătorului de energie. Eu nu aș fi atât de sigur că agenția, mai bine zis, tarifele care vor fi stabilite de către agenție vor permite anume în 10 ani să ne recuperăm investiția. Nu putem să dăm așa garanție, deoarece agenția este o instituție care nu este partener în afaceri ca să ne facă nouă, respectiv o afacere convenabilă în 10-11 ani. Sunt riscuri. Este o soluție, dar sunt riscuri. А вы знаете, что это агентство учреждено правительством Республики Молдова? Я являюсь одним из авторов этого закона. Соответственно, правительство Республики Молдовы может менять любые регламенты о полномочиях агентства. Абсолютно. Нет. Агентство не является государственным органом, является органом, которому делегирована определенная компетенция и является между государством и производителем. Между консуматор и продукатор. Есть институции intermediară care stabilește niște tarife. Nu statul, dar această instituție, abilitată cu această competență. Господин Плешко, я вообще придерживаюсь позиции, что парламент может принять любой закон в интересах граждан, включая и ликвидацию этого агентства. Есть много стран, где правительство напрямую устанавливает тарифы и управляет тарифами. И в ситуации, когда у нас основная масса населения бедные, доверять такой важный вопрос, как формирование цен в стране независимому агентству вообще очень вредно. Așa o situație avem în Consiliul Municipal, știți. Au stabilit tarifele la apă care sunt contrar necesităților respectiv. Nici într-un caz partidele politice care guvernează nu vor stabili tarifele. У меня к вам вопрос. Считаете ли вы, что независимое агентство по тарифам на электричество, на тепло устанавливает цены с учетом коррупционной составляющей? Допускаете ли вы, что все директора агентства получают взятки за установление тарифов в интересах поставщиков услуг? Допускаю, потому что эти 5 директоров назначены по партийному принципу. То, что я говорил и про прокуроров, и про остальных. Там нет независимого института, к сожалению. Так вот, если народ доверяет власть кому-либо, для того, чтобы... Нет, если народ партиям доверяет власть, партии приходят к власти и принимают решение адекватной той или иной ситуации. Я приму решение, ликвидирую это агентство и возложу ответственность перед народом на правительство по формированию цен. Для того, чтобы цены были регулируемы в зависимости от платежеспособности населения. А не в зависимости от 6 директоров, которым можно $1 миллион занести, и они сформируют любую цену, угодную поставщикам услуг, а не угодную населению. Первое. Народ доверяет депутатам власть в парламенте. Парламент назначает членов Кабинета министров. Члены Кабинета министров отвечают за политику экономическую и социальную в государстве. Если правительство видит, что народ недоволен тем, как НАРЭ формирует цены, значит, правительство должно взять на себя ответственность. Для этого оно должно прекратить деятельность НАРЭ и взять на себя ответственность за формирование цен. Если сейчас выйти на улицу и 100 человекам задать вопрос, вы за закрытие НАРЭ или нет, я вам отвечаю, что 99 человек скажут, мы за прекращение деятельности НАРЭ. Потому что все эти 23 года этот инструмент использовался для того, чтобы правительство умывало руки в вопросе ответственности за формирование цен и тарифов в Республике Молдова.